Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Российские спортсмены стали обладателями 6 золотых медалей чемпионата Европы по фехтованию среди юниоров. Турнир прошел в хорватском Перече. Обладателями золотых медалей стали Егор Ломага, победивший в турнире шпажистов, Кирилл Бородачев, мужская и женская сборная России в командных турнирах по шпаге и по рапире. Также в активе россиян по 3 серебряные и бронзовые награды. Серебряные медали завоевали саблистка Дарья Дрозд, Антон Бородачев и женская сборная России, ставшая второй в турнире по сабле. Бронзовые награды на счету Дмитрия Швелидзе, Кирилла Тюлюкова и мужской сборной России в командном турнире по сабле. В общем зачете сборная России заняла первое место. Второй стала команда Венгрии, третий – команда Италии. Российская шахматистка Александра Горячкина, уступившая ранее в матче за мировую шахматную корону китаянки, сыграла в ничью с соотечественницей Алиной Кашлинской в первом туре третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации в швейцарской Лозанне. Партии второго раунда пройдут 3 марта во вторник. Этап Гран-при в Лозанне завершится 14 марта. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток. Каждая выступит на 3 этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут 2 участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при. Московская «Динамо» дома обыграла столичный «Спартак» в стартовом матче первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5-1. Шайбы у победителей забросили Дмитрий Яшкин, Андрей Петерсон, Михаил Чайковский и Владимир Брюквин. В составе проигравших отличился Анатолий Никонцев. «Спартак» вышел в плей-офф КХЛ в 3-й раз подряд и 6-й раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда Кубка Гагарина. В прошлом году «Спартак» в серии до 4 побед уступил петербургскому СКА со счетом 2-4. «Динамо» в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА. Следующий матч пройдет 4 марта на ВТБ-арене. И в тот же день ЦСКА победил на своей площадке Нижегородская «Торпедо». В стартовом матче первого раунда плей-офф континенталки встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3-0. Шайбами отметились Антон Слепышев, Марио Кемпи и Линден Вей. Нападающий нижегородцев Тайрети на 40-й минуте получил дисциплинарный штраф до конца игры. ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В текущем сезоне клуб второй раз кряду стал обладателем Кубка континента за победу в регулярном чемпионате. Всего в активе армейцев 5 подобных трофеев, что является рекордным показателем. ЦСКА в 11 раз из 12 сезонов КХЛ принимает участие в матче на вылет. Помимо одной победы в Кубке Гагарина, клуб дважды играл в финале турнира. А вот лучшим результатом «Торпедо» является четвертьфинал сезонов 2011-2012 и 2015-2016 годов. Всего команда в 9 раз принимала участие в плей-офф. Вторая встреча команд пройдет 4 марта в Москве. Более 130 спортсменов из 30 стран мира в минувшие выходные пробежали Байкальский ледовый марафон. Для этого они пересекли глубочайшее пресноводное озеро планеты с востока на запад. Подробности в репортаже Артема Сторонова. Несмотря на сильную метель, практически нулевую видимость и мороз в минус 12 градусов Цельсия, свыше 130 спортсменов собрались в воскресенье в Иркутской области, чтобы испытать свои силы в одной из самых тяжелых гонок в России и в мире – Байкальском ледовом марафоне. Забег стартовал на восточном берегу самого глубокого пресноводного озера планеты в поселке Танхой и закончился на противоположном берегу в Листвянке. Длина маршрута стандартная, чуть более 42 километров. Но те, кто не уверен в своих силах, могли пробежать половину дистанции. Несмотря на все коронавирусы, все до нас доехали. Да. Ну, 31 страна. Может быть, больше могло быть, но уже 2 года мы не увеличиваем количество бегунов. Преодоление тяжелых погодных условий и победа над самим собой – не единственные цели, которые преследовали участники и организаторы. Байкальский ледовый марафон по традиции проходит под девизом «За сохранение чистых вод». Вырученные средства идут на благотворительность. Интересно посмотреть природу, поддержать природу, ну и пробежать в условиях, которые, скажем так, отличаются от обычных марафонов, полумарафонов. Ну, ощущения, конечно, последние 3 километра, наверное, дались очень сложно. Хотелось встать, но я понимал, что я первый бегу. Байкальский ледовый марафон в этом году проходил в 16-й раз. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24.